Саламатство, достар! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на своем канале я, как и обещал, хочу разобрать проект политической программы оппозиционной партии «Аллах Казахстан», провести параллели и сравнить ее с политической программой, недавно вышедшей «Аманат». Сразу хочу заметить, что политическая программа «Аллах Казахстан» очень емкая, при этом она не объемная, всего на 3 страницах, но почитал я программу Аманата, она на 13 страницах, где 2 первые страницы, они описывают, какие они хорошие, что они очень умные там, и так далее и тому подобное. То есть первые 2 страницы там просто воды. У Аллах Казахстан с первой страницы есть конкретные предложения. Ну, давайте начнем, друзья. Первое, что заявляет в своей программе оппозиционная партия «Аллах Казахстан», это вернуть Конституцию 1993 года, построить президентско-парламентскую республику, где основные полномочия будут сосредоточены в руках парламента, организовать открытые и честные выборы акимов, депутатов и судей всех уровней. Ну, как мы знаем, у нас суперпрезидентское правление, парламент вообще ничего не решает, он исполняет только такой роль, где они утверждают что-то и все. Мы это видели по переименованию нашей столицы. За один день они переименовали его в Нур-Султан, парламент все головой махали. После этого они опять переименовали его в Астану, и также парламент за один день все единогласно проголосовали, и никаких споров, никто что-то не мог аргументированно сказать против этого. Вот. Это показатель того, что у нас суперпрезидентское правление, диктатура называется. Далее, что на этот счет говорится в программе Аманата? Институты власти должны развиваться по формуле сильный президент, влиятельный парламент, подотчетное правительство. Ну, это все приводит к тому, что у нас все останется на том же уровне. Вся власть будет у президента страны. Вот. Каким бы он ни был, кто бы там ни был, мы сами знаем, что сначала был Нурсултан Назарбаев, потом он поставил Токаева, потом сейчас Токаев уже на 7 лет хочет стать президентом, и он не дает никому зарегистрироваться, у него нет конкуренции, в общем, так можно сказать. И по второму, мерилом честности судьи должен стать принцип «у хорошего судьи нет родины». Нет родни, извиняюсь. Но таким принципом это они хотят воспитывать судей, детей-сирот, наверное, скорее всего. Потому что это так не работает, что мы убьем, что ли, всех родственников, или что мы с ними сделаем. Это не рабочая часть программы, то есть это нереализуемая вещь. Мы пойдем дальше. Далее плавно переходим на экономическую часть программы оппозиционной партии «Аллах Казахстан». Что они пишут? Бесплатное государственное здравоохранение и образование, включая среднеспециальное и высшее. Здравоохранение и образование в частном секторе. Здравоохранение и образование в частном секторе работают на рыночных условиях. Что на это говорит программа Аманат? Каждый человек имеет право на достойное образование, доступную медицину, на защиту своей чести, частной жизни, комфортную социальную среду и жилье. Ну, здесь они говорят очевидные вещи, то есть это и так всем ясно, что должна быть доступная медицина, что должно быть образование и так далее. Вот. Это, опять же, очевидные вещи, но у партии «Аллах Казахстан» есть конкретные цели. Бесплатная медицина. Далее. Заработные платы увеличены от 50 до 300% в зависимости от места работы, включая частный сектор. Пособия будут увеличены в 2 раза. К существующим пенсиям государство будет оплачивать 100 тысяч тенге ежемесячно. Но я так скажу, если мне дали на выбор, как многие говорят, пенсионный возраст уменьшить, я выбрал бы лучше увеличение зарплаты сегодня, чем ждать пенсии. Ну, мне 36 лет, еще очень много впереди, и я за это время думаю, что многое изменится в нашей стране. Вот. И я думаю, что это конкретные вещи, которые, если их сделать, то каждый сразу это почувствует на себе.
Что на этот счет говорит программа Аманат? Граждане имеют полное право на получение достойной заработной платы и пенсии. Люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, должны получать поддержку государства. Чтобы быть грамотными, надо учиться. Чтобы жить в достатке, нужно профессионализм. Чтобы быть сильными, нужно единство. Для этих целей необходимо работать, не покладая рук. Вот что они нам предлагают. То есть, если программа «Алга Казахстан» предлагает поднять зарплаты от 50 до 300%, увеличить пособие в 2 раза и доплачивать 100 тысяч тенге пенсионерам ежемесячно, они в своей программе утверждают, что нужно больше работать. Не зарабатывать больше, а больше работать. Ну, я с этим не соглашусь. Я бы лучше больше зарабатывал, и, соответственно, я за ту часть программы «Алга Казахстан», а не за программу Аманата в данной ситуации. Далее, стипендии всем студентам, включая частные образовательные учреждения, не менее 50 тысяч тенге в месяц. Компенсации иногородним студентам на аренду жилья 600 тысяч тенге в год, включая частные образовательные учреждения. Ну, с этим я тоже соглашусь. Наши студенты должны не работать, не подрабатывать, не думать, где они будут ночевать. Мы это уже видели, когда приехало очень много граждан Российской Федерации, убегающих от мобилизации, и у нас взлетели цены. Но я считаю, что это не цены взлетели, это мы просто сами, казахстанцы, очень мало зарабатываем, из-за этого такая ситуация. Что на этот повод говорит Аманат? Партия считает необходимым увеличить финансирование образования и науки как приоритетных сфер жизни. Детские сады, школы и общежития должны быть доступными, комфортными и безопасными. Но здесь опять же все это очевидные вещи. Но не может быть такое, что у нас садики небезопасные или школы небезопасные. Они и так безопасные. Я думаю, что это все вода, то есть никакой конкретики. Да, там увеличивать что-то в образовании, в науке, но нету конкретики. Что сказать по Алга Казахстан? Здесь есть конкретные суммы, конкретные цифры, которые, когда они придут к власти в парламенте, то они это будут реализовывать. Конечно, студентам это будет привлекательно. Вот. Следующий пункт: списание всех потребительских кредитов, списание ипотечных займов на жилье стоимостью до 30 миллионов тенге. На этот счет очень много было на протяжении нескольких лет вопросов. Когда-то даже были списаны якобы кредиты населения потребительские, но там очень мизерное количество людей, и всех их признали банкротами. После этого они не могут ни кредитоваться, ничего не сделать с банками. То есть их посчитали банкротами. Это не списание было со стороны Тохаева, это было просто объявление людей банкротами, и теперь они не могут нигде кредитоваться. Вот. По этому поводу в программе Аманата ничего не сказано. Там эта тема вообще не затрагивается. Ну, давайте подведу теперь итоги, что я сегодня прочитал. Проект программы Аманат на 13 страницах. Там все только очевидные вещи, пословицы, поговорки, и не поднятие заработных плат, а надо больше работать. Это, мне кажется, программа для рабов, это рабская программа. Вот. Что касается политической программы оппозиционной партии «Алга Казахстан», она на 3 листах, но охватывает очень много сфер, и есть конкретика, что кому сколько поднимут зарплату, как будут студенты получать надбавки, как будут пенсионеры получать, насколько будут увеличены пособия. Вот здесь есть конкретика, и я думаю, что она во многом лучше, чем программа Аманата, которая несет в себе только воду, и рабская такая программа. Вот. Дальше что хочу сказать. Что они еще пишут в конце? Основное отношение государства и общества должно стать конструктивный диалог, а не оголделый популизм. Это пишет Аманат в своей программе. То есть проблемы, накопившиеся в обществе, в нашей стране, это они считают популизмом. То есть вы должны молчать, ничего не говорить. Это такая, знаете,
Нурсултана Абишевская, как послание Нурсултана Назарбаева, такой же и программа у Аманата. Они просто нас посылают. Вот. Что хочу сказать, друзья, будьте активными, сейчас будет электоральный период, мы, каждый гражданин этой страны, можем делать свой выбор, внести вклад, становитесь грамотными, читайте политические программы этих партий, участвуйте в политической жизни страны, ставьте лайки, делитесь этим видео, пишите комментарии, задавайте вопросы. Также хочу сказать, что я закреплю эти программы в текстовой части видео, то есть внизу в описании будут ссылки на эти политические программы, вы сами можете их сравнить, почитать. Также в следующем своем выпуске видео я расскажу следующую часть проекта программы оппозиционной партии «Алла Казахстан» и сравню ее на примерах других проектов программ, которые я найду в интернете. Кто презентовал, соответственно, я сделаю небольшой разбор и покажу на конкретных действиях, на конкретных предложениях, какая программа все-таки лучше и подходит для народа Казахстана. Всем большое спасибо и до новых встреч.